Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Аллаху Экбер. Так, кстати, кто это? Так, приветствую всех, дорогие друзья. У нас в гостях Музмамадовец под кодовым названием заднеприводного кверху зада патриархат. Пожалуйста, вам слово, говорите, мы вас слушаем. Вот это защитник уммы, мусульманин, русский, православный, Ахлю Сунна, возможно, чеченоговорящий Музмамадовец. Возможно, мусульманин. О. Давайте продолжайте. Да. Давай дальше. Кстати, у вас есть в вашем словарном запасе какие-нибудь другие слова? Озабоченный заднеприводный кверху зад. Озабоченный заднеприводный кверху зад петушара. Петушара, напоминаем, петушара. Брат. Петушара. Брат, это человек. Пускай. Петушара. Меня Это слышно? петушара патриархата на деске. Да, говорите. Здравствуйте. Я этот патриархат, который человек, этот просто он получает благословение от Аллаха, да, и Аллах там сидит на троне своем, да, и говорит, так же говорит, и он повторяет, понимаете, да? Он пророчество получает от Аллаха. Надо радоваться этому. Таким же образом пророк Мухаммад, да благословит Аллах, да, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит Аллах, приветствует, получал от Аллаха суры из Корана. Таким же образом, делал, он тоже получает. Надо понять. Это человек не дурак, это человек пророк. Да, ты пророк? Так, говорите, мы вас слушаем. У вас есть какое-нибудь другое слово в словарном запасе? Кстати, напоминаем нашим слушателям, а также... Да, продолжайте. А также, кто будет нас слышать, то у нас в гостях русский православный, под-русский, возможно, и русский православный ахлюшка мусульманин по шариату, по исламу, по сунне Мюзмамада, поклонник и верующий в черного каменного истукана арабов, идола смерти, тьмы, также луны, мракобесия, Алляха, под кодовым названием патриархат. Кстати, он очень хорошо показывает всю чистоту ислама, всю ее святость, всю ее мудрость. Вот, да, давай, продолжать вас. Верхузад заднеприводный. Смотрите, вот это самое интересное. Так что, кстати, друзья, не надо переживать. Пускай вся мусульманская умма, чеченоговорящая, а мы с другой уммой и не говорим, не общаемся, нам важна именно чеченоговорящая, так называемая мусульманская. Пускай они знают, кто их защищает, кто их представляет, какая у них религия. Вот он. Пример. Да. Вот это ислам. Пускай говорит, пускай. Просто, знаете, вот я вспомнил, видел этого человека, да? Видел одно видео, короче. Помните в Инстаграме, там девушка говорила тоже, показывала себя. Я чеченец. Также вот этот человек, да? Я мусульманин, как мне Человек из мечети. Кстати, напоминаю нашим слушателям, этот патриархат вещает из мечети, из Истамбула, голубая мечеть. Он там сидит, в голубой мечети. Правильно. В голубой мечети голубые сидят, правильно говоришь. Есть же, знаешь, имам Ахмад говорил, что если во время поста мужчина с мужчиной половой акт делает, то этот греха не будет считаться, то есть это дозволено. Знаете, да? Даже пост не нарушается. Да, пост не нарушается. Вот таким же образом он
занимались с и Да, молодец. Продолжайте. Кстати, не забываем, у нас идет прямой эфир, запись. Все будет выкладываться на все информационные площадки. Патриархат, вы входите в историю. Патриархат, вы входите в историю, кстати. Напоминаю вам, вы входите в историю. Да, продолжайте. Вот, напоминаем, этот Кверхузат заднеприводный под-русски, под кодовым названием Патриархат. Запоминайте его голос, чтобы люди знали, с кем они общаются. Защитник ислама, защитник сунны Мюзбамада, пророка всех арабов, рабов, а также русских под русской рабов, которые у нас очень много сейчас развелось, к сожалению. И поклонник черного камня, истукана, идола смерти, тьмы, врага бедствия. Кстати, Аллаха. смотрите, знаете что? Да. У нас такой хадис нашелся, короче, не поверите. Короче, хадис приводится из Сахи Бухари. Я номер сейчас в группу скину, этот хадиса. Там говорится, что его дедушка есть же, его дедушка, а он говорится, я сын своей дедушки. Понимаете, да? И после этого хадиса мы изучили этот вопрос, короче, ну, то есть атеист, апатеист, все мы собрались, короче, изучили этот вопрос. На самом деле, а где написано, что имя сына Мухаммада, да, и отец Абдуллах, где это написано? Оказывается, знаете, где написано имя Абдуллаха? То есть якобы какой-то Абдуллах был. Слышишь меня? Скажите, да, Но, говорите, мы слушаем. оказывается, имя отца Абдуллаха написано лишь тогда, когда его, скажем так, дедушка и Абдуллах женились в один день. И все. А больше, больше нигде не написано. И самое интересное, есть довод того, что его в Сирате приходит, в Сире, да, то есть в Сирате, то есть история пророка Мухаммада, да, жизнеописание пророка Мухаммада, называется Сират. И там приходит, оказывается, того, что его мать, Амина, да, пишет своему дедушке, то есть говорит, обрадуйся, у тебя малыш родился. Понимаете, не внук родился, да, а малыш родился. Понимаете, да, к чему клонится? Сейчас я вам приведу довода. Смотрите. Сейчас я приду. Сейчас буквально 2 минуты. Сейчас откройте, ладно? Я подниму руку. Откройте. Сейчас с одним человеком приду. Все доказательства в группу скинем. Сейчас минуту. Да. Так, Патриархат, продолжайте, мы слушаем вас, записываем вас, кстати, для истории, чтобы мусульманская чечена говорят, что подрусская, рабская, подрусская, русская, православная, ахлу-сунна, вся вот эта вот закаевская, наша так называемая оккупационная власть, которую вы представляете. Люди помнили о вас и знали, с кем вы имели дело. Слушаем вас, говорите, давайте, продолжайте. Напоминаем, это самый ревностный защитник ислама, самый ревностный защитник чистого, прекрасного ислама, которых нам завезли русские из арабских пустынь. Пожалуйста, Патриархат, как вас там, да, Патриархат? Говорите, продолжайте, мы вас записываем. Заднеприводный Патриархат, Кверхузат заднеприводный. Поклонник Музмама, который вцепился зубами, как вы знаете, вцепился, и не говорите это другими словами, половой член своего Музмамада. Вот, да, продолжай, давайте. Да, продолжай, не останавливайтесь. Зачем вы останавливаетесь? Продолжайте, мы вас слушаем. Говорите. Вы Саляха Межиева говорите, Саляха, да? Саляха вы это хотите? Салях Межиев? Подождите, вот фамилия как у него? Межиев, Луганский? Вы посягаете на Саляха? Вы посягаете на Саляха Межиева? Вы вообще смелый человек. Кстати, Салях Межиев, ваши ученики здесь кричат, что они вот такие вещи делают. Пожалуйста, примите меры, успокойте их. Продолжайте, очень интересно, очень красиво. Да. Кстати, напоминаем нашим
муллам, имамам, Бикханам всяким вот этим, Абдурахманом с Норвегии, Заки Амаду, братьям Янгулбаевым, всем этим муллам с этих площадок НИСО, Сальсабиль, вот эти вот колодцы, рыльщики колодцев, которые роют в Африке, муллы все вот эти вот. Чеченская вот это так называемая русская православная вот это вот соединение, там духовное управление мусульман, исламских вот этих мухаммадовцев. Пожалуйста, вот ваш представитель, яркий представитель ваш, чеченоговорящий. Просто великолепно он доносит всю чистоту ислама. И даже читать Коран не надо. Да. Кстати, даже не надо читать Коран. Вот смотри, что он творит. Молодец, молодец. Пожалуйста, продолжайте, мы вас слушаем. Или вы примете меры, чтобы он не показывал вашу религию такую верхузадовую, вот эту заднеприводную. Или мы должны все-таки доносить всю чистоту, святость и вот эту вот именно прекрасную, вот эту великолепную, безупречную, девственную чистоту ислама посредством выступления нашего патриархата. Пожалуйста, говорите, патриархат, мы вас слушаем. Пожалуйста, كيشرو يا شماتستي да, да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, 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 да. А скажите, пожалуйста, а вы можете объяснить, почему вы это кричите? Что с вами происходит, патриархат? Патриархат, а с Аляфом вы хотите иметь дело? Саляф жесткий парень, он с вами поработает. Продолжайте, Саляфу, да. Расскажите, как Саляф вас это самое обработал по полной? Расскажите, объясните. Расскажите, شنتير мельчайших حورات подробностей. شنتير Патриархат, расскажите, как вас Саляф отработал по полной, расскажите. В хирургической прекрасной одежде, именно с безупречным вот этим хирургическим подходом, как вас обработал по полной. Ваш задний проход, ваш верхузадовый вот этот вот, ваш вот этот, как говорится, ну не хочу говорить все-таки, ну ладно, буду молчать. Но верхузад, задние приводы, патриархат, вы расскажите, мы вас слушаем, не стесняйтесь. Сбежал он. Бежал? Неужели? Ну что ты будешь делать? А мы же хотели, мы же хотели его еще побольше Интересным, Соля. Масярги, маршал. услышать. Маршал. Напоминаем, у нас в гостях механик, крестный отец Дон Кихот. Его брат был только что мусульманин, восьмидесятник, патриархат, который очень красиво, в хорошей дипломатичной форме донес нам всю чистоту, святость ислама. Да. У нас Мухаммед Али, Адам Вайт, Коннор, Калибри, Ред Булл, СМ, ААА, Абу Дзюдзюк, Ашишани, наш. Сейчас я подождите, Эдисон, Сервус, Троль. Сейчас я вам дам слово, подождите. Мы приветствуем наших слушателей. Амади, Клаус, Швейб, Молта, Абак, потом от предков, Заза, великолепная Заза, прекрасная, просто изящная, грациозная, Флайн, Дочман. К сожалению, Лейла сегодня к нам не присоединилась. Видать, она услышала от этого проповедника исламского, поклонника Мухаммада, патриархата. Не осмелилась слышать своими прекрасными чистыми ушами все великолепие, вот это изящество, святость и мудрость ислама устами патриархата. Кстати, Дон Арчи, прошу прощения, отец Дон, крестный отец Дон, да. Как вам ваш представитель исламской религии, только что вот этот патриархат, как он красиво нам все объяснял? Что вы на это скажете? Приезжал из Голубой мечети, из Грозного, из Шалей и одновременно с Турции в Голубой мечети он сидел. Везде, где голубые мечети, он оттуда и вещал. Как вы отреагируете? Есть реакция с вашей стороны? Могу сказать тебе? Да, говорите, Мухаммад Али. Да, смотрите. Вот, смотрите, я открою сейчас один хадис, чтобы было интересно, да? Потом расскажу, что здесь интересного. Сообщается, да, что посланник Аллаха, да будет сделан приветствовать, сказал: «Я пророк, и нет в этом лжи. Я сын Абдул-Мутталиба». Все,
хадис заканчивается. Это хадис передал Ахмад, Сахих аль-Бухари и Муслим. Сахих аль-Бухари 2864 и 2930, а Сахих Муслим 1776. Суть этого хадиса заключается, если посмотреть даже в тафсирах, здесь говорится, что пророк Мухаммад, да, он говорит того, что он сын Абдуль-Мутталиба, то есть его дедушки. Это доказывает того, что его отец не Абдуллах был какой-то, да, который они сами придумали, да, а сам же дедушка был. И сам же дедушка, чтобы это делать, да, он, оказывается, отдал этому, короче, ему пошел, когда получился ребенок, он сказал, что это мой внук, и отнес его далеко от Мекки, да, есть такой тафсир, там есть такое, он могу скинуть. Так, подождите, сейчас одного человека приглашу, чтобы он вам подробно объяснить. Как-то я не могу объяснить вам, просто мне русского языка не хватает. Сейчас, минуточку. Вы нам афганца приглашаете, Мухаммад Али? У вас имя очень хорошее, Мухаммад Али, но я буду вынужден вас называть Музмахмад Али, потому что у нас Музмахмад это по-чеченски звучит красиво, хорошо? Ну ладно, хорошо, как хотите, так и зовите. Все, вот сейчас человек один дойдет. Я просто вас предупреждаю, чтобы вы понимали, о чем речь. Если я к вам буду обращаться, то я буду обращаться к вам Музмахмад Али, хорошо? Это по-чеченски очень Хорошо, уважительная форма обращения к нашему Хорошо. пророку Музмахмаду. Хорошо, смотрите, вот я пришел один человек, вот то, что вот измените имя. Измените имя, откройте микрофон. Вот как раз он. Он Ага. афганец? Нет, он узбек. Вот измените меня, смотрите, можете рассказать историю о том, что у пророка... наш проповедник исламский, кстати. К нам присоединился проповедник исламский. Давайте послушаем. Давайте петушара. Опущенный петушара по-русски. Он выйдет как курица, как овча, как курица. Давай, продолжай. Jazzy Продолжай, да. Слушай, да. flying boat, Ублюдок петушара. Flying boat. Сидит на Салафи очке boat. опущенный. Да, пожалуйста, давайте говорить про Саляфа, да. Абад Говорите, как вас зелем Саляф хиянин обработал? тегдина. Расскажите, как вас Саляф Абад обработал лучше, в мельчайших Абад деталях. зелем. Как вас Саляф зашивал там сзади? Как вас Саляф зашивал сзади? Как вас зашивал Саляф сзади? Вот, смотрите. Расскажите, Так, как вы иногда... вцепились своими коренными зубами в член вашего пророка Музмахмада по сунне. Расскажите Да, это нам. он сбежал. Он сбежал. Мерзавец, да. Слушаем, да, говори. Смотри, извините, вы слышите меня? Можете открыть микрофон? Он не открытый микрофон. Да, и вы можете, вот, смотрите, извините меня, вы можете коротко и ясно, да, чтобы это рассказать о том, что на самом деле и отец Мухаммада не Абдуллах, а его дедушка, и что его дедушка переспал со своим матерью Аминой, то есть чтобы сделать пророк Мухаммада, и что пророк Мухаммад был рабом на самом деле своей дедушки. Можете привести доводами, каким хадисом это рассказать? Просто здесь запаса мне не хватает. Зиминтейка, слышите меня? Да, Говорите. ну, если коротко, мы знаем, что даже Хамза, сподвижник Мухаммеда, сомневался, это сын Абдуль-Муталиба, что он сын Абдуллаха, да? Вот. И Сахих аль-Бухари говорится 2375 хадисе, что он не сын Абдуллаха, а сын раба Абдуль-Муталиба. Кроме этого, есть еще другой хадис, передается от Сахих аль-Бухари, что сам пророк говорит, что его отец – это Абдуль-Муталиб. Ну, это уже какое-то противоречие происходит. Хамза говорит, что он сын раба, сам Мухаммед говорит, что он сын Абдуль-Муталиба. И это достоверный хадис, приводится у Муслима
1776 хадисе, да, вот. И еще нам сначала надо почитать сиру, то есть сират Расуллах, да, написал это Ибн Исхак. Там в 3-м странице написано, что когда Амина, это мать пророка Мухаммеда, родила Мухаммеда, она послала письмо Абдул-Муталибу: «Приезжай, у тебя родился младенец». Это же ошибка, надо по-другому сказать: «Приезжай, у тебя родился внук». Она говорит: «Приезжай, у тебя родился младенец». До ислама брак был у них, то есть во времена джахилии брак у них было 4 вида, да? То есть 4 вида браков было. Первый брак — это как в исламе, отдается махр, потом будет это половой акт. Второй брак — это как группауха. Там одна женщина, короче, занимается до 10 мужчинами, это половой акт, да? Третий брак — это женщина сначала ждет менструации, потом она очищается от менструации, переспать с другим человеком. А четвертый брак — это тоже как группауха, а если рождается ребенок, женщина может выбирать отца, кого угодно из своих партнеров. Да, это достоверный хадис, переводится Сунан Аби Дауд, 2272 хадис. Если мы будем брать сиру и хадисы от Бухари и Абу Давуда, то отцом является пророк о мире, ему является Абдуль-Муталиб, да? Его родной дедушка. Да, это его дедушка. Получается, на самом деле никакого Абдуллаха на планете Земля не существовало вообще. Это был... кстати, расскажите еще, каким образом они пошли и спрятали Мухаммада за городом, чтобы нашел другой человек и якобы сказал, это мой внук. История тоже коротко. Это тоже Сират Расуллах, но другой автор, это Ибн Хишам. Вот, там страница 71 и 72, да, если там почитаете, Мухаммед пропал, да, потом его нашел Варака ибн Нафаля, да, потом привез его Абдул-Муталибу, и он сказал: это твой внук. Кстати, кто не знает, Варак это был тот священник, который учил всем законам христиан и иудеев. Да, Варак это родственник Обращайте внимание, продолжайте, мы вас слушаем. Это наш русский православный, по-русски Ахлу Сунна ва Аль-Джама мусульманин по кличке Мюзь Ахмадовец. Мы ему даем всегда слово, пускай он чистоту, святость ислама доносит нашей чеченской аудитории. Да. Кстати, расскажите, как ваш салят, голубой мечети, в хирургических условиях, просто кристально чистый, зашивал ваш задний проход. Да, кстати, напоминаю нашим мусульманам, говорящим, это ваш яркий представитель работы в духовном управлении мусульман, так называемой чеченской, является советником Салаха, Нижиева, Шахидова, Евсеева и всех других имамов, также работает в тесном контакте с Басханом Исмицей, Закаевым Ахмедом, Янбулдаевым, работает с Ницо, работает с Тунсо Абдурахмановым. Он их эксперт, вакиль, алим, улем в исламе. Вот этот вот человек, он представляет и защищает всю умму мусульманскую, именно в чеченоговорящем сегменте интернета. Молодец, продолжайте, вас слушать. Расскажите нам всю чистоту и святость. Tas piedod šo vēl.
Hanan Скажите, buddesh что warto сказать, если mechanike какой-то nan рекламу, buddesh да? mechanike nan da'quatain izna sino wat yashtul kiyagat yandolsh Вот мусульмане, кстати, mechanike русские nan nasino православные. wat Это все, что yashtul Россия kiyagat может нам дать. yandolsh mechanike nan Вот nan kiyagat такими они yandolsh нас делают. Мусульман. В мечетях mechanike все nan хутбы, kiyagat все yandolsh насихаты у чеченоговорящих мусульман. Вот с такими вот заявлениями всегда mechanike все объясняют. nan kiyagat Да, 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 yandolsh да, да. ufaya Расскажите madigat про саляфу yanduet лучше. nan Оставьте kiyagat гостей. mechanike nan Оставьте kiyagat madigat гостей. yanduet Оставьте гостей. Обращайтесь ко мне. Расскажите, как я mechanike вас nan kiyagat yandolsh великолепно ufaya хирургическими madigat методами yanduet nan зашивал ваш kiyagat задний проход. Вы же кверхузат заднеприводный. mechanike Русский nan подколопный. kiyagat yandolsh Русский подколопный. Подрусская перхоть. Исхламская, мусульманская, музмахмадовская, которая своими зубами коренными вцепилась в член вашего музмахмада. دقيت Давайте, دقيت рассказывайте. سلف دقيت تصبيح دقيت تعدي شوي Ну, Mechanike специально nan даем kieng доносить jut yandol. чистоту все-таки ислама. Mechanike nan kieng jut yandol. Duki nan kieng jut yandol. Mechanike nan kieng jut yandol. Duki nan jut kieng yandol. Мусульмане, Mechanike nan кстати, kieng jut Alda, yandol. заметьте. Duki alva. nan kieng jut yandol. Abaki nan kieng jut yandol. О, Abaki nan молодец, kieng jut молодец, yandol. да. Вы все успокоились уже? Или вам еще зашить дополнительно? Может, еще вам зашить что-нибудь? Abaki nan kieng jut Саляфу yandol. что вы не Abaki трогаете? nan kieng jut yandol. Обращайтесь Salaki к nan Саляфу, kieng jut Саляфу, yandol. голубой Abaki Саляф, ты nan хочешь, kieng jut чтобы... yandol. Да, Abaki nan да, kieng да, jut к yandol. голубому Саляфу обращайтесь. Да, к голубому Саляфу будете обращаться? Вы будете обращаться к голубому Саляфу? Вам задницу зашить помочь? Tienan kieng jut yandol. Tienan kieng jut yandol. Tienan kieng Да, jut видишь, yandol. воспитали, братцы, ногчиш гончнули. Арлярына, хаче, ляц, ногчик оман, гончнут, цан, вай, бусал, блин, хазал, цанал, sen bu sopta да, вот хас бушен, бусал, нах, бушен, иш, вай, ца, и ногч, мяшкчу, хайрныш, бяшкул, бусал, бежи, буй, имам, шулемш, ва, шейх, шарбас ханар, саля хар, шахидавар, Милвар, ваш кацаца, бог марбош, ташнир, яйца, тифсиева, риа, шабелу, муфти, ши, Охарин слышал, Заки Амадари, Бусал на Херш Бушович. Вот этот яркий представитель. Угар Бубов, Боцен Бусал на Хердухца, Лилштол, и духой царь Дажуштик. Ой, ногчугум дадяхан. Хер арбу лейл Амаляду, Озгас, Ждишки, Парвен Чукасон был, Хардин Дуйши, Бюгали Цани, и Дакай Кушлиш, Харюкшун. Тим Дик Ладох, Ахумат Яхуя Душу, Накса Жима Шукер, Хайк объясня. Ладох, что سلاف انت اتو حدو يشتاق ده انت نيوريات نسلوشي عيد لي باك نو غلاح كاش بوتشن ريز بوتشن يدي يدو باختر بايتا Совершенно верно, да. Царь не то, что сейчас Эдли Бахкли уже дяшный царь, скажите. Эдли, что бомбуешь? ديوني اتوليرا يدو باك نبلي Продолжайте, как у вас там, история мысли, пожалуйста, продолжайте. История мысли, вы здесь с нами, можете продолжать. История мысли, вы с нами или вы уже ушли куда-то? يا اخي طولنا Не, ничего страшного, пускай раз ушел. Так, ладно. У нас сегодня тема не заключается там с кем-то дискутировать, мы будем зачитывать жестко будем зачитывать. Так, сегодня мы изучаем, дорогие друзья, дорогие слушатели, а также те, кто нас услышит, после такого яркого вступления величайшего представителя исламской уммы, чеченоговорящей, поклонника Музмамуда, а также последователя и поклонника черного каменного истукана арабского Алляха, мы все-таки будем сегодня зачитывать, изучать Коран как есть, без прикрас, без всяких табу, будем читать все как есть. Так, сегодняшняя тема у нас изучаем Коран от А до Я. Так, начнем мы сегодняшний прямой эфир с первого аята, с первой суры, прошу прощения, первого аята, чтобы люди понимали, о чем речь. Будем доносить всю чистоту и святость Корана. Это очень важно, чтобы наши мусульмане знали, о чем речь. Так, сейчас мы зачитаем вам.
первый аят. Сура первая, аят первый. Всю святость и чистоту Корана. Потому что же говорят, весь смысл жизни, вся святость, вся чистота в Коране. И нужно просто читать, и мы будем все понимать. Поэтому мы будем просто читать и доносить нашим людям, чеченоговорящим и чеченцам, что такое Коран. Потому что многие не читают, не то что многие, вообще никто не читает Коран, этот Коран, священную книгу, а потом приходят и защищают слово Аллаха, которое им ниспослал Аллах в Коране через пророка, так называемого их пророка Мухаммада, арабского бедуина. А мы будем просто зачитывать. Так, сура первая, аят первый. Аль-Фатиха, открывающая Коран. Первый аят из 7. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Все. Там больше ничего нет. Читаем на чеченском языке, потому что все произошли от Ноха, Пайхмара, и значит все чеченцы. Поэтому будем читать на чеченском. Докинан тайнас. Да, продолжайте. Продолжайте. Доки уйчонан тайнас. Доки уйчонан тайнас. Да. Молодец. Хорошо. Все, вы сказали? Можем продолжить? Мы можем Докинан продолжить? тайнас. Доки уйчонан тайнас. Докинан эсукегедия хусо докинан. Хорошо, ладно, мы будем продолжать. Это мерзавцы уже включать не будем. Не обращайте внимания. Да не обращайте внимания. Да, без порядка, не обращайте внимания. Так, продолжаем. Снова зачитываем сура 1, аят 1. Бисмилля. История мысли, кстати, мы продолжаем. Вы только что ушли, поэтому мы продолжаем. Прошу прощения, у нас сегодня тема. Если что, можете задавать вопросы и участвовать, хорошо? Больше этого мерзавца мы уже не услышим, этого мусульмана русского под русского. Так что мы продолжаем, не переживайте. Никто нам больше не помешает. Первая сура, аят 1. Бисмилля ир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Это значит на чеченском. Все. Тут тавсир даже не нужны. Это все. Бисмилля Докинен ир-рахманир-рахим. бэгчу спермиотинас. Докинен бэг. Хорошо, ладно, успокойтесь уже. Ничего, не переживайте, вы это все уже больше. Он больше нас не мерзавец. А я как мерзавец. Так, понятно, да? Продолжаем. Второй тогда. Начинаем. Это первая сура, первый аят. Второй аят из первой суры. Аль-Фатиха, открывающая. Мы же должны понять все-таки. Они же заходят сюда, нас всех проклинают, хотят нам всем голову отрезать, нас всех поубивать и заставить нас быть в исламе. Но мы-то не против ислама. Наоборот, мы хотим всю чистоту и святость ислама донести широким массам. Мы за это боремся, мы свои жизни положили на это, за это дело и на это дело. Своими животами, не жалея своих животов, идем, посвящая всю свою жизнь. Поэтому первый аят, сура первая, прошу прощения, второй аят. Хорошо? Аль-Фатиха. Читаем. Альхамдулиллахи раббил аламин. Хорошо? Все это на арабском, больше ничего нету. Перевод на чеченский. Хвала Аллаху, Господу миров. Тавсиры мы читать не будем. Зачем? Тут все ясно. Так, продолжаем. Это была первая сура, второй аят. Читаем сейчас первую суру, третий аят. Это же вся чистота и святость Корана, как мы знаем. Тут весь смысл жизни. Весь смысл жизни в этой одной книге. И эта книга не изменится до скончания века и до тех пор, пока все человечество не исчезнет с этой планеты Земля и предстанет перед нашим Создателем Аллахом, черным каменным истуканом, арабским идолом тьмы, мракобесия, смерти, а также луны Аллаха. Поэтому мы читаем. Первая сура, третий аят. Ар-Рахманир-Рахим. В переводе на чеченский милостивому, милосердному. Весь смысл, все. Смысла нету его дальше читать. Все понятно, все ясно. Даже не нужны тавсиры. Вся красота. Просто весь блеск и шик ислама арабского. Это была первая сура, третий аят. Читаем дальше. Мы все так же находимся на суре Аль-Фатиха, открывающая Коран. Потому что все заходят защищать, еще раз напоминаем, ислам.
хотят нас всех вернуть и как бы навязать нам ислам арабский, русский православный и арабский вот этот вот, музмахмадовский. Но они не читают Коран, а мы будем им читать Коран, потому что мы изучили эту книгу и будем изучать до скончания наших жизней, потому что мы являемся истинными мусульманами. Мы любим Коран и любим ислам. Аллах, альхамдулилля. Так, Аль-Фатиха, сура, открывающая Коран в переводе. Сура 1, 4 аят. Из 7. Там всего 7 аятов. Читаем. Малики яумиддин. Переводим на чеченский. Властелину дня воздаяния. Прошу прощения, это было. Властелину дня воздаяния. Весь смысл. Все. Мы тафсиры не читаем, потому что в тафсирах я начну сейчас объяснять то, все, вот это то, тут какой-то дух Джибраил выскочил. Будут ссылаться, прошу прощения, на другие суры, аяты. Тогда как мы просто читаем суры, и они говорят, просто читайте, и там все вы будете понимать. Вот мы читаем, и все мы понимаем. Мы же не глупые ребята. Люди. Так, продолжаем. Сура 1, 4 аят. Это был. Так, читаем. Сура 1, все, та же сура 1, 5 аят. Читаем. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Переводим на чеченский. Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи. Все. Смысл заключается в этом. Понятно? Понятно. Мы же поняли? Поняли. Они говорят, читайте Коран, там вся красота, весь смысл, вся жизнь, все слово Аллаха, все здесь есть, понятно, доступно. Вы можете даже не понять, а мы-то понимаем, мы же ребята не глупые. Так, это 1 сура, 5 аят. Потихоньку мы приблизились к 6 аяту в 1 суре. Аль-Фатиха, открывающая Коран. Читай. Веди нас прямым путем, наш перевод на чеченский. Все, весь смысл. Вот это красота, вот это смысл, вот это вот великолепие. Ну как это? Ну это же великолепно. Все, поняли. Так, мы все время находимся в 1 суре, 6 аят, переходим плавно в 7 аят. 1 сура, 7 аят. А как мы знаем, в исламе 114 сур, 6285 аятов. Это я по памяти говорю. Проверить можно. Ну, 104 сур там 100%, и 6285 аятов это тоже. Так, это была 1 сура, 6 аят. И вот мы пришли к 7-му завершающему, последнему аяту из 1 суры. Аль-Фатиха, открывающая Коран. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Переводим на чеченский. Путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев и незабудших. Все. Тут все четко, все ясно, все конкретно. И полностью подходит с нашим чеченским менталитетом, с нашей чеченской культурой. Потому что, как они все говорят, наши предки чеченцы приняли ислам, как они говорят, мирным способом, потому что это все подходило с нашими обычаями, с нашим внутренним укладом жизни. Наши, как они говорят, предки аж пешком шли, с босыми ногами дошли до Мекки, к Музмахмаду пришли. И Музмахмад им сказал, вот, вы теперь мусульмане, и подарил им какие-то там обувь, какие-то носки или обувь, в которой они вернулись обратно в Чечню. Вот так мы приняли, да, ислам. Хорошо, ладно, мы верим. Мы-то верим. Особенно этот литературный язык подходит к нашим культуре. Да, и тот, который только что выступал, вы хотите сказать, да? Да. Да. Мы же специально ему дали высказаться, чтобы все мусульмане увидели всю чистоту и святость ислама, Корана и слова Аллах, а также все суды Музмахмада. Так, ладно, на этом мы заканчиваем. 1 сура мы прочли ее. Видите, как легко. На самом деле, Коран очень легко его читать. Мы же поэтому всегда говорим, эти последние 35 лет мы говорим всем, читайте Коран, пожалуйста, ну ради Аллаха, ну почему вы не изучаете свою религию? Читайте этот Коран. Там ничего сложного нету. Так, вот мы все плавно, аккуратно, все вместе изучили Коран. 1 сура и 7 аятов. Мы их прочитали. У кого-нибудь есть здесь вопросы? Кто-нибудь что-нибудь понял или не понял? Есть какие-то сомнения в его святости, в чистоте?
и в нерушимости вот этого всего писания до скончания нашего человеческого рода. У кого-нибудь есть сомнения, вопросы, комментарии, там, несостыковки? Тадыр Сахар Если... Саввени. Да, пожалуйста. Что там святого, что ты прочел? Там Вопрос. все святое, там все святое. Если так взять, вы послушайте, если там было, если это все соединить вместе, это является первым ракатом в молитве. Бисмилляхи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, рахмани рахим, малики йомиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Это есть молитва. Хинтяхи и Святой Дух, действительно. Да, это есть молитва. Это первый ракат в молитве. Это, понимаете? Это есть вся святость. Смотрите, вы понимаете, они же даже не знают, как они молятся, зачем они молятся, почему они молятся. Они же такие глупые. Они же такие ущербные. Они даже не знают, о чем речь. Потом заходят, матерятся, сквернословят, посягают на честь наших женщин чеченских, матерей наших отцов, предков. Хотят стереть нашу историю, навязать нам вот это мракобесие грязное, все вот это вот. Но они даже не знают, зачем они молятся, что они говорят и что они, и откуда взята их молитва. Это первые 7 аятов с первой суры. Это первые 7, прошу прощения, это 7 аятов из первой суры. Понимаете? Вот и все. Там ничего нету такого сложного, там нет ничего святого, там ничего нету такого загадочного, чтобы не понять. Просто нормальный, здравомыслящий человек, у которого нормальное психологическое, интеллектуальное развитие, он это увидит, просто прочитает этот Коран, поймет, если он изучал вот эти вот молитвы, что и как, почему и откуда. Там нету ничего святого, ничего загадочного, ничего от Бога, сверхъестественного. Все легко и просто. Все легко и просто. Там ничего, абсолютно ничего, ни святого, ни умного, ни красивого. Это просто арабское бормотание. Это все сказки арабские, которые они записали, эти влажные, мракобесные мечты этого пророка Мухаммада, так называемого. Пророком даже его назвать стыдно. Потому что он всю историю своровал, заплагиатил. Интеллектуальный вор. Он все своровал у византийских христиан, у евреев и у других вот этих вот разных вот верующих людей, таких как зороастрийцы. Все это он сделал, эту сказку общую, и создал Коран. Понимаете? Вот это все есть. Вся его святость. Тут Понимаете? одна загадка, позвольте сказать. Да, вы можете сказать, да. Это там же есть слово Рахман, да, это как имя Аллаха, когда Мухаммед сказал мир ему, это 17 сура Аль-Исра, да, она же называлась Бани Исраил, полностью название. Потом сахабы это название изменили, да. Там в 110 аяте читайте и молитесь на Аллаха, а также на Рахмана, да. Тогда люди сказали, Мухаммед плагиатничает, он украл имя Бога у Мусайлима. Мусайлима это был такой пророк у арабов, да? Кстати, это написано вот, у Джалаледдина Ас-Суити, это шейхул ислам. У него есть книга с названием Азбаб аль-Назуль. Там это переводится, сура Исра, в 110 аяте. Люди говорят ему, что он украл имя Бога у Мусайлима. Был такой пророк. Все, смотрите, да, огромное спасибо вам за информацию. Чтобы обратно, напоминаю, перед тем, как перейти к второй суре и всем тем аятам, которые последуют, мы напоминаем, что первая сура и все 7 аятов это является молитвой в исламе. Это то, что читают все мусульмане, когда читают ракаты. Это первый ракат. Это первый ракат и всегда, потому что без разницы. Это вся молитва исламская. Это 7 аятов. Первая сура. Вот смотрите, мы напоминаем, мы зачитываем, чтобы люди понимали, о чем речь. Чтобы не было вот этих вот недосказаний, того, что мы не понимаем, вы не понимаете, там какая-то святость, какой-то скрытый смысл. Все легко и просто. Изучаем Коран в прямом эфире от А до Я.
Мы не должны стесняться, потому что мы любим своего Аллаха, своего пророка Мухаммада, и мы идем до конца, чтобы познать всю святость, чистоту ислама. Это наша миссия. Мы все делаем ради Аллаха. Бисмиллахи рахмани рахим, Аллаху экбер. Смотрите, читаем. Тут так и написано сура Аль-Фатиха, это есть молитва. Бисмиллахи рахмани рахим, Альхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Все. Где там какая-то вот эта загадка? Что там непонятно? Что мы не можем понять, что на нас не может быть. И это же мы каждый день, мусульмане, с утра до вечера бормочем. Перевод нужен вам? Переведем. Потому что же говорят, вот, вы не понимаете смысла, вы не можете понять, там есть глубокий потаенный смысл, это слово Аллаха, это же пророк Мухаммад, это все, это до скончания века. Пожалуйста, обратно зачитываем, переводим. Сура Аль-Фатиха, это есть ракат. Бисмиллахи рахмани рахим. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Альхамдулиллахи раббил аламин. Это аяты, просто аяты, это сура аяты. Хвала Аллаху, Господу миров. Ар-Рахмани рахим. Милостивому и милосердному. Малики яумиддин. Царю в день суда. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи. Кто-то может скажет, ну почему ты так читаешь? Ну это же арабский язык, там же так красиво, так же загадочно, так мелодично, все музыкально, дискотечно. Все так красиво, вот так вот, на нотах. Вот. Поэтому я читаю, как и они, показываю им, что мы тоже можем. Что нас это не удивляет. Нет ничего такого недосягаемого, того, что мы не смогли бы сделать и не сделать, чтобы мы смогли познать. Вот смотрите. Ну и что? Ну и что? И мы тоже так можем. И мы можем и так прочитать. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Тоже можем. Тебе одному. Это же просто аяты из первой суры, дорогие братья, мусульмане, русские, православные. Ахлюшки, проснитесь, мы же для вас стараемся. Ну когда вы это поймете? Ияка нa'буду ва ияка настаин. Это просто аяты из суры. Тебе одному мы поклоняемся, и тебе одного молим о помощи. Веди нас прямым путем. Путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, или заблудших. Вот так вот я загадочно, если буду говорить, там есть такой глубокий смысл. Нам надо это понять, мы не можем это понять, потому что это Аллах надо через Мухаммада. Понимаете, какой там смысл потаенный, священный, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, не заблудших. Понимаете, каждый день, по 5 раз в день, по 2 раката, по 4 раката, по 2 раката, по 3 раката делают это все наши чеченские мусульмане. И становятся раком за ФСБшными царскими в то время муллами, раком становятся на четвереньки, они нас делают рабами. Просто зайдите в мечеть, не станьте раком и посмотрите на всех этих людей, на этих женщин, мужчин, которых просто раком ставят. Прошу прощения, нас имеют по полной, когда мы это поймем. Абсолютно, там нет никакой связи. Там дезундачу тебя. Vai noch ce kodeks, noch ce liceani. Aici, vai шоустрой, تنبوتشو حالات. نوخشي وي غلقة وي عيد حالات. وبوي نوخشي لا يلو. Suçah шоустрой, تنبوي. Очень священный до Коран юня, иштхизаня, юю вещи до штатсама. Отскипа, без дуквой нохчел дуй. Аргумай доцу лица, а суча, дозолдат, я силу, я ценал, я айры гумадат. Бюро люкшей, даволуш, дюйна, лей амали вердуш. А жишь опус.
Лей амали, лей амали. Тундела сурат ду, бехале сурат, ворх аяту с хоранчу, пицамадат. Эш дяшто ламаш, и дух с хоранча, и хоран дяш мадачу. Хоран мол диш, му хабел дизе мацахачу. Тут малныш бог богу, вот деш, ты чупляш, вот мärчу. И душ нам баца, и киекш хала дяч, бит куп эруч, лиш, лей амаля, лейш ду, ей, сам ду. Шухахиеч дуч ду, я сам дел дуч, да, дуак делга душ. Har duak delga duш. Boga wel, har wij gaan met oog kieten, tjur, pilers da van heel sto. Toen de duch modo shadik shamader. Я хас хиеч, я дуаш хиеч, я хона ок хиеч дуч мадаци, я вай, я укара. Вай кома дуаглош дуч дуаш shadik. Toen de нажил. Когда нажил тебя худ. Прочитайте Богцу в любую другую суру, вот вам земля что-то Бога. Прочитайте любую другую суру или любую часть Корана, например, суру Аль-Ихляс. قل هو الله أحد الله الصمد لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. И все. И вся молитва. Вы что? Они что, нас за идиотов? Да, они нас держат за идиотов. Уже 4 века русские нас держат за идиотов, закинули нам этот ислам через своих крымских, там, татарских, кумыкских, нагайских, аварских, своих русских. И нас держат за идиотов. Они нас держат за идиотов. Они нас держат раком. Представляете? Они нас держат раком. И шхалатюан. Би кухте хватин. Ларты что целый там. Пожалуйста, любую суру почитайте, Бога, после первой суры 7 аятов. Просто вот это вот, понимаете, вот вся святость намаза. Вот она здесь. Мы же видим, что это там нет ничего святого. Абсолютно ничего нету там святого. Но они это так преподносят. Ты озламов, да молодец. Вот это сега, да, это хоран чадал. И сурет, духа, дышты. Дина. Ты озламов, да бош. И кварт лята беч. Би купе в этом, да, и кикзо, халада там, дышь на баце, задний приводник, кверху зад, сэн, да, тиада и там, сэн, дуй, тиада, ну, модердыч, это правда, это факт. Ох, вещи, хас хичи, не сидите, хич, дышь, модаци, пока, ол хабо, не сидите, хич, буй, аш, ишки, ли, вишь. Вот да модаци, га, вейси, модаци, вейгумате, хич, модаци. Кудухза, нохчи, виздез, нохчи, омис, дол, шумадухуза, нохчи, мата, дуйгар, нохчи, амаля, дуйгар. Да, скучаться, сейчас мог шану, что кейс сурат, дешишь мог их гахали сурат, и цучаду, мог ает, что-то. Прочитайте Бог, любую другую суру или любую часть Корана, например, суру Аль-Ихляс, к примеру, они говорят. Это шутка. Аяты до чтения суры, идущей после суры Аль-Фатиха, совершается только в 2 первых ракатах фарда, в то время как в сунне ее читают во всех ракатах. И все, кацамадац, цамадац. Так, вопрос хотели, да? Я потом перейду к второй суре. Да, говорите. Спасибо за прочтение, за краат. Насчет Аль-Фатиха, вот хадис от Тирмизи, что Фатиха не является частью Корана, Инджиля, Забура, Таурата и Фуркана, да? То есть Коран. Это Тирмизи 2875 хадис. И, кстати, сам Абдуллах ибн Масуд говорил, он величайший, один из чтецов Корана, да, что Фатиха не является сурой Корана, да, это передает имам Асуити ибн Аль-Куттуб в своем Аль-Иткане фи улям Аль-Куране, 99-м странице, да. Ну, проблема не в этом. Если это не Коран, не Инджил, не Таурат, не Забур, то есть Псалом, да, то откуда Фатиха взялась? Лично мое мнение, Фатиху украли из ханафизма, да. Ханафизм — это была такая религия у арабов во времена джахилии, да. И самый известный проповедник у них был Зейд ибн Амр Нуфейль. Вот.
если читать хадис от Бухари 3827 и 3828, Зейд ибн Амр говорит, что я буду есть только то, что на имя Аллаха, да, резано, то есть как будет это на русский, я не помню. То есть жертвоприношение только на Аллаха, да? Это будет как сура Аль-Майда, 19 аят, да? То есть Зейд ибн Амр Нуфейль умер в 605 году, а Мухаммед является и стал пророком в 610, да? Он начал получать откровение. По-моему, еще раз скажу, это мое личное мнение, что он украл много из информацию у арабов, да, из своих соплеменников. Да, правильно. Вы закончили? Да, спасибо. Продолжим тогда, хорошо? Давайте продолжим читать суры и аяты из Корана, потому что наша цель – донести всю святость, всю чистоту Корана, чтобы люди простые, наши мусульмане, говорящие, понимали, что они читают, как они читают, почему они читают и зачем они читают. И вообще, что они читают на самом деле. Они же не знают, что они читают. Мы будем доносить. Да, кто хотел реакцию какую-то? Пожалуйста, говорите. Говорите, вы хотели что-то сказать? Включили камеру, выключайте вашу камеру. Ваша камера включена. Внимание. Пожалуйста, выключите вашу камеру. Хорошо, ладно, мы вынуждены, наши технические модераторы были вынуждены выключить Q, потому что человек не слушает, что ему говорят. Но ничего страшного, он может слушать, так что мы продолжаем. Так, дорогие друзья, вторая сура, первый аят, Аль-Бакара, корова. Вторая сура, Аль-Бакара, это значит корова. Там 286 аятов. Значит, в первой суре у нас 7 аятов, которые являются молитвой мусульман. А тут уже вторая сура, Аль-Бакара, корова, и в ней 286 аятов. Так, начинаем читать. Алиф лам мим. Алиф лам мим. Все. Ну что это такое? Не могу не смеяться. Это вся святость, это все, что они могут нам предложить. Каждый раз, с малых лет, с 5 лет, с тех пор, как мне сказали, ты должен знать ислам. Каждый раз, когда я вот этого читал, что за идиот это придумал? Деш веллек хекемаватса. Прошу прощения. Скажите, что вы хотите сказать? Ну, посмотрите, это... Деш веллек хекемаватса бааресем. Дешве аллигация, я не понял. И деш веллек бааресем. Оставила, да, никогда. Каждый раз, когда я это читаю, я смеюсь. Ну как так можно все человечество обмануть? Ну это вообще, ну это что-то с чем-то. Смотрите, дорогие друзья, еще напоминаю, что да, никогда. Да, говори. И Бакара, переводить корову, это суры, это Бакара, мян, бух, дали смысл. Смысла нет, в том, что все вот это нету, бесполезно. Я серьезно говорю, там даже идиотизм, там нету. Тем более в пустыне коров не было. Он увидел, видать, в Иерусалиме, я увидел корову. А что такое верблюды там? Он увидел корову, что за чудо-зверь с именем. Аль-Бакара, и начал сочинять. Алиф лам мим, и он потом сочинять.
Прошу прощения, извиняюсь. Ну, смотрите, ну, подумайте сами, дорогие мусульмане чеченоговорящие. Просто напоминаем нашим слушателям, мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, частично финансируемся Госдепом, Конгрессом, а также Сенатом США. Пользуясь случаем, поздравляем американский народ с тем, что они выбрали себе президента Дональда Трампа. А мы любой выбор принимаем и будем работать с любой администрацией. Напоминаем, что мы не ведем войну ни с какой религией мира, ни с одной религией мира. Мы не ведем борьбу ни против какой нации. Просто мы рассказываем своей чеченоговорящей публике, именно в Ченете, чеченоговорящим нашим гражданам, которые разбросаны по всему миру вследствие военной русской террористической оккупации нашей территории Чеченской Республики, и нашим чеченским гражданам, которые сейчас находятся в оккупации, которым насильно навязывает Россия посредством своих русских арабов, турков, также персов, вот этот вот ислам здесь. Коран, суры, аяты из Корана, сунну Мюзмамада, а также вот эту вот веру в арабского, черного, каменного истукана, идола, смерти, тьмы, мракобесия и луны Аллаха. Мы просто доносим правду. А так, если другие мусульмане хотят верить в это, пожалуйста, верьте. Но мы сделаем все, чтобы больше в чеченской нации этого ислама больше не было. Это невозможно больше выносить. Мы это говорили и хорошо, и красиво, и мирно. А тут мы уже применяем радикальные меры. Мы просто будем четко, ярко, красиво, жестко, где надо, доносить. Все как есть. Будем читать просто, доносить все как есть. Так что, дорогие мусульмане из других национальностей, не переживайте, мы на вашу веру не посягаем, и верьте, как хотите, даже если надо, будем вам покупать Коран и финансировать вам эти мечети. Хорошо? А мы будем возвращаться к чеченскому кодексу Нохчалла, потому что чеченцы больше не могут терпеть вот эту всю грязную, развратную, похотливую, мракобесную идеологию ислам, которую нам навязывает, насильно культивирует Россия со своими арабскими ближневосточными друзьями. Так, читаем. Сура 2, Аль-Бакара корова, первый аят из 2286. Алиф, лам, мим. Все. Больше там ничего нету. Больше там ничего нету. Мы не читаем специально тафсиры, чтобы как бы не придавать значения, потому что это есть смысл. Они же говорят, читайте Коран, там весь смысл. Вот мы читаем Коран, тут весь смысл. Все. Алиф, лам, мим. Все, я понял. Дальше иду. 2 сура, 2 аят. Читаем. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Хорошо, читаем по-чеченски. Это писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных. Все, это хороший смысл. Мы же это принимаем, мы же не отрицаем. Весь смысл, вся чистота, святость здесь. Это писание, в котором нет сомнений, является верным руководством для богобоязненных. Хорошо. Это была 2 сура, 2 аят из 286. Читаем дальше. 2 сура, 3 аят Аль-Бакара из 286. Я тут уже перестану читать на арабском языке, потому что у нас времени на все это не хватит. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Это как бы последний раз, чтобы читать на арабском. Так смысла нет, я не вижу. Так, читаем по-русски, по-чеченски, прошу прощения. Которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходят из того, чем мы их наделили. Понимаете? Понимаете, о чем речь? О, какой там глубокий смысл. Мы же это все поняли, да? Мы же это все приняли. Которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Хорошо, пожалуйста. Читаем дальше. 2 сура, 4 аят. 2 сура, 4 аят, дорогие друзья наши мусульмане. 2 сура, 4 аят на арабском языке. Так, это я читал уже? Нет, так, это я не читал. 2 сура, 4. Подождите, прошу прощения, кажется, я уже читал. 2 сура, 5 аят. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Хорошо, вам нужен мекканский
как бы зачитывание американское или медицинское, тоже возможности смотреть. Слышно было или нет? Просто дайте обратную связь. Ничего не слышно было. Слышали? Не слышали, да? Нет. Подожди. Подожди. А как слышно было? Подожди. Ну, прибавьте громкость, пожалуйста. А как было слышно? Не, вас голос хорошо слышно, а наш вот это то, что вы поставили звук, это не очень. Как слышно было? Не слышно, да? Ну ладно, это не важно. Без разницы. Черт с ним, как говорится. Шайтан с ним, шайтана. И Аллах вместе. Хорошо, продолжаем. Они следуют, это значит 2 сура 5 аят, они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими. Все, я все понял, для меня все ясно. Вот не знаю, вам это ясно или нет, но я понял. Мне все прекрасно, все великолепно, все чисто донесено нашим пророком Мухаммадом. Все это слово Аллаха здесь в Коране. Я все понял, продолжаю дальше читать. 2 сура, 5 аят мы прочитаем. Сейчас мы будем читать 2 сура, Аль-Бакара, 6 аят. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ладно, читаем по-чеченски. Воистину, неверующие, безразлично, предостерег ты их или не предостерег, они все равно не уверуют. Они уже заранее говорят, что типа те, которые не веруют, они сразу заранее обвинили в том, что они не уверуют. Вот это какой он умный, хитрый мерзавец, этот Мухаммад. Но какой же он все-таки был хитрый, очень верткий, подлый, мерзкий мерзавец. Ну как он так мог все это придумать, а? Хитрый, а? Хитрец, мудрец. Одновременно лжец. Развратник и мракобес. Читаем дальше. Так, для меня все ясно, я принял, все понял. Это была 2 сура, 6 аят. Сура Аль-Бакара, корова. 2 сура, 7 аят. Аттама Аллаху аля кулубихим ва аля самихим ва аля абсарихим гишшавату ва лахум адхабун азимун. Ну, это уже была 7, это был 7 аят. 2 суры, читаем на чеченском. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них покрывало. Им уготованы великие мучения. Уже начинается запугивание. Так, они уже заранее говорят, тот, кто не уверовал, он глупец. А тут уже 2 сура, 7 аят, уже запугивание. Они начинают пугать. Пугать людей. Если ты не понимаешь, тебе уготованы мучения. Но мы-то в это верим. И верим, да, мы говорим, да, мы верим, мы боимся, все, начинаем бояться. У нас уже коленки дрожат, пот выступает холодный, начинаем терять дар речи. Так, сура 2 Аль-Бакара, читаем 8 аят. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Кстати, Бекхан, сницы, почему вы не рассказываете этот Коран так, как мы? Зачем вы там сочиняете? Какие-то листочки берете. Кстати, последнее ваше видео выступление, вы там пугали наших чеченских граждан, типа будете что-то наказывать, привлекли там, проклинали именем. У вас какие-то были там листочки. Вы даже не назвали ни одну суру и аят из Корана. Если вы что-то зачитываете, то надо приводить базу, доводы, какие-то там ссылки, говорить, какую суру вы читаете, какой аят вы читаете, какой хадис вы читаете, что там читаете вообще. Даже то, что вы читали, там нету в Коране такого. Там нету в Коране такого, Басхан. Мерзкий вы, подлый, русский ФСБшный агент, который сидит в мечети в Ницце, совращает.
который сбивает с толку чеченскую, подрастающую, безвинную, чистую, девственную молодежь. Мерзавчик вы, подлый. Ну когда же вас, мерзавцы такие же, как и вас, которые слушают в этих мечетях, оставят в вашей же мечети, чтобы вы там сидели, мерзавец, пустующие свои мечети вот этой арабской. Не рассказывали нашим чеченцам сказки. Вы ни один далил, ни одну ссылку на то, что вы читали, не привели. Ни одну суру, ни аят, ни хадис, ни один исламский труд. Вот так вот сидите и лжете каждый раз. А мы вам суры, аяты читаем исходами, как есть. Так, переводим. Среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и в последний день, однако они суть неверующие. Сразу начинается запугать. Видите, сразу началось так-то непонятно. Там ты думаешь, алиф, ляф, мам, амим, алиф, лим, алям, малям, и тут тебя уже пугают. Тебя уже пугают, с первого началось уже, там, с седьмого аята начинают пугать. Тебя пугают постоянно. Среди людей, говорит, есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и в последний день. Однако они суть неверующие. Хорошо, ладно. Читаем дальше. Но мы это принимаем, мы все принимаем. 8 аят из 2 суры Аль-Бакара. Сейчас мы читаем 9 аят из 2 суры Аль-Бакара. Хорошо, хорошо. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Читаем по-чеченски. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Ну да, это умно. Как завернули, смотрите, как красиво. Вот молодцы. Постоянно вот эти вот многозначительность, недосказанность, противоречие, чтобы всегда у всех было какое-то сомнение. Ну ты Аллах, и ты прислал своего пророка без Мухаммада. Так ты конкретно донеси свое слово этих людей, для которых ты стараешься. Что ты постоянно что-то какими-то сказками говоришь? Что это такое вообще? Они пытаются, как можно Аллаха обмануть простому человеку, простому обывателю? Вот я, например, возьму Мэджик волшебный и скажу, Мэджик, вы такой красавчик, вы можете обмануть Аллаха? А такой Мэджик говорит, я же мусульманин, я же могу его обмануть, я верю в него, я боюсь его, я его обожаю. Я преклоняюсь перед ним. Ну нет, мы говорим, Аллах-то знает, что вы хотите обмануть. И мы читаем Мусуру 2, аят 9. Они пытаются обмануть Аллаха. Ну зачем стараться его обмануть? Наоборот, надо же любить, он же нам все это дал, все эти блага нам дал. Ну нет, он же говорит Аллах все равно, посредством своего измама. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Хорошо, мы это тоже понимаем. Мы же не спорим, мы же мусульмане. Мы все еще находимся во 2 суре, в 9 аяте, переходим плавно в 10 аят. Читаем 10 аят. في قلوبهم مرض فزادهم اللهم مرضا ولهم أذهب عالم بما كانوا يقذفون. Прошу прощения, иногда бывает. Так, на этих голосовых иногда поднять нужно такой оперный тон. Хорошо, ну читаем по-чеченски читаем. Кстати, напоминаем, мы во 2 суре находимся, в 10 аяте. Аль-Бакара, корова. Вся чистота, святость, а также весь смысл жизни, вся мудрость здесь находится. Потому что это книга до скончания нашего века, которая не изменится. И все должны ее читать и находить здесь на все свои вопросы, все ответы. Это наш путеводитель, это наша инструкция для жизни, это наш смысл жизни. Тут все есть. Инструкция для жизни – это Коран. Читаем на чеченском. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг. Ну как так можно? Ну Аллах, ну смилостивись, ну зачем так вот гнобишь своих мусульман? Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. А теперь без комментариев зачитаем как есть. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Вы представляете? Аллах вместо того, чтобы любить и беречь своих последователей, тех, которые его любят, муминов, он им говорит, их сердца поражены недугом, на них наускивает болезнь, напускает болезни. Да усилит Аллах их недуг. И он еще усиляет их недуг.
им уготованы мучительные страдания. Он им накликивает мучительные страдания всем тем, кто верит ему. Главное, христиане, евреи в него не верят, у них не будут страданий. А мусульмане, они будут страдать. Представляете? Вот это да, вот это молодец. Ага. Ой, как завернул. Вот умный арабский истукан. Что они угадали? Почему он сразу подозревает и заподозрил, что все те, которые его уверовали, будут ему лгать? Значит, он сам лжец. Тот, кто лжет, он всегда думает, что все лгут. Он лжет, и он думает, что все ему лгут. И поэтому он на них наускивает и допускает все болезни. Так, читаем. Так, да, Веня, извини, Да. что я прервал твою речь. Ты же вроде факультета Дават учился. Вас разве не учили там, где басы поднимать, где надо кричать, как область, где слезы пускать? Я что-то вижу, что ты на тройке учился, или Да, я у тебя признаю, да. что-то получается, но слезы ты не пускаешь где-то, где Да, нужно. я специально вот в конце, у меня, знаете, у меня такой сатирический такой, знаете, гомерский подход к религии, вот это Алляха. Я наоборот, вместо того, чтобы слезы напускать, я хочу, чтобы люди просто и смеялись. Поэтому я вот это вот как будто прижали вот эти вот тестикулы, понимаете? Между дверью и дверным проемом. Как кошак, как кошка, который кошак. Его что-то прижимаешь, он так кричит вот такая вот ситуация. Хорошо? Ну, спасибо за реакцию, ремарку. Мы ее принимаем к сведению. Сейчас будем стараться, чтобы все плакали в этом прямом эфире. Есть что еще добавить кого-то? Ну, что-то ты почувствовал, я вижу, никому не бьешь, надо. Ты все эти, ну, как ты там. Способности надо Чему, применить, да, ораторские. способности, чему обучали вас, ты должен Да, применять. что было, полностью. Развернуло, чтоб душу развернуло. Да, сейчас мы начнем работать. Сейчас мы начнем сильно работать. Это хорошо. Это была вторая сура, 10-й аят. А сейчас мы переходим к 11-му аяту. Мы все еще находимся в суре Аль-Бакара, корова. 11-й аят, а как мы знаем, там 286 аятов. 280 арабских сказок. Мракобесно. Так, читаем. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Читаем по-чеченски. Когда им говорят, не распространяйте нечестие на земле, они отвечают, только мы и устанавливаем порядок. Все. Я все понял. Я не знаю. Я надеюсь, что наши все тоже мусульмане поняли. Они же говорят, все там написано. Вот тут все так написано. Мы все как есть не поняли. Когда им говорят, не распространяйте нечестие на земле, они отвечают, только мы и устанавливаем порядок. Все, мы поняли, и они поняли. Все мы поняли. Они тогда поняли, мы сегодня поняли, а другие тогда поняли. И все мы поняли. Как говорил один выдающийся военный стратег, генералиссимус и министр обороны какой-то нам неизвестной страны. Так, читаем вторую суру, Аль-Бакара, корова. Из 11 аята мы перешли к 12. «Аля иннахум хубу аль-муфсидуна валакин ла яшуруна». Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого. Мне кажется, это повторяется. Подождите. Это вот у нас 12 аят, а тут у нас 11. Когда им говорят, не распространяйте нечестие на земле, они отвечают, только мы и устанавливаем порядок. Хорошо, переходим сразу же. 12 и как бы одно и то же повторяют, но только по-разному, по-другому. Просто меняют слова в предложении. Просто поменяли слова, как бы предложение как бы поменялось, но слова одни и те же. Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают это. Все хорошо, мы поняли, да. Смысл как бы не теряется. Идем дальше. Сура 2, Аль-Бакара, корова, 13 аят. Напоминаем, мы уже у 13 аята. Видите, как у нас легко? Буквально за 20 минут мы уже прочитали 13 аятов, и мы уже во второй суре. Вы понимаете, как мы умеем читать Коран? Вы что, такие умы? Тут не разберешься, как говорится, без бутылки. Оказывается, можно. Хорошо. Читаем. وَإِذْ خَقِلَ لَهُمْ
أمين كما أمن الناس قالوا أن نؤمن كما أمان السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Читаем на чеченском, потому что у нас был такой великий деятель, как его звали, забыл, вот этот вот, Закриев фамилия, ну, Закриев фамилия, а имя было у него, вот забыл, президент Шалажин. Он же говорил, что мы все от Ноха произошли. А он умер, кстати. Напоминаем нашим слушателям, что президент независимой республики Шалажин, Закриев, вот этот вот, как его, Рамзан, кажется, или Магомед, или Музнамов, он умер, кстати. Он все тут утверждал, ходил по всем чатам, что все мусульмане, то есть не все, а чеченцы произошли от Ноха. И что все языки это чеченские языки. Поэтому, даже если тут написано по-русски, это значит чеченский язык. Поэтому мы вот на него ставим. Президент Шалажин. Так, подожди, кстати, надо... Сабудин, Салах, он президент убошек, давай. Да, он умер, все, его нету больше. Мы его никогда больше не слышим. Кстати, он... А я как гнида конченая, да, я что? Да, возможно, махнул, я смотрите. Да, я сколько он людей из этих гнид там поубивал, вы что, какой, да, я что? Да, Шмель, мы русский ФСБ, что твоим ФСК, ты что, блин? Верно, коренах так. Как, Ой, Костюк, чувенок, видите? Да, Руслан Закриев. Он же говорил, я там живу в Ставропольском крае, в какой-то землянке. Я пострадал. Ну, там он умер, кстати. Делались уже. Больше ты его никогда не услышишь. Все, его не... Амин, амин. Как говорится, Амун-Ра. Алляху Экбер. Так что Закриева ты больше никогда не услышишь. Так, мы во второй суре 13 аят. Запоминаем весь смысл. Кстати, дорогие друзья, реакция. Вы понимаете, какой у вас сейчас интеллект поднимается? Очередь Джафарию, да. Как мы обогащаемся интеллектуально, когда мы читаем этот Коран, тут вся, то есть весь смысл жизни, вся инструкция к жизни, все здесь, вот мы видим, какая концентрация вот всего того, что мы знали. Весь интеллект, мировая цивилизация здесь, в Коране. Когда читаем, повторяем, да, чтобы я... Вторая сура, 13 аят, Аль-Бакара. Когда им говорят, уверуйте так, как уверовали люди, они отвечают, неужели вы уверуете так, как уверовали глупцы? Они тут сами себе противоречат, да? Они говорят, если мы уверуем, значит мы глупцы. Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого. Значит, вы все мусульмане глупцы, но вы не знаете, что вы глупцы. Зачитываем снова, без комментариев. Когда им говорят, уверуйте так, как уверовали люди, они отвечают, неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы? Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого. Вы понимаете, какой тут глубокий смысл? Значит, все те, кто уверовали в Аллаха, они все глупцы. Хорошо, мы это тоже принимаем. Комментарии мы на это делать не будем. И отрицать тоже не будем. Наоборот, мы будем укреплять всю силу, мощь и чистоту ислама по всему миру. Будем распространять, заниматься исламским призывом. Так, напоминаем нашим друзьям, мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенных Штатов Америки. У нас в гостях 50 тысяч активных участников. К нам присоединились такие наши друзья, подписчики, слушатели, как Флайнг, Самуэль, Яраги запечатанный, Нохчо. К нам пришел Ширлам, к нам пришел Максимус, к нам пришел Иксраун, боевой ворон скандинавский с чеченским окрасом. Кстати, мы все микрофоны включаем, если у вас они не включаются, то просто зайдите, выйдите, система просто включит. К нам присоединился Александр Дюма, это вообще молодец еще тут. ФМ радио, Самуэль, Такамура пришел к нам в гости. Отряд Афандиевских тоже с нами. Пришел антитеррор Черви, один из величайших мыслителей исламской уммы, шейх Улем. У кого есть вопросы, можете тоже обращаться к нему. У него свой одноименный канал, тоже можете к нему пройти, он там ведет прямые эфиры, отвечает на вопросы всех мусульман. У нас в гостях Зейл,
орел 9-го легиона Мика и так далее, и так далее, и так далее. А мы продолжаем зачитывать. У нас в гостях Хизир, кстати, да, Амань. И мы продолжаем зачитывать суры и аяты. Булат у нас в гостях, Булат Машов, Тесла, да, Дуки, тут 2 Дуки уже, Абу Асибан, Дик, Харугума, а также Абак и другие, и другие люди. Всех приветствуем. Масага, Док Машоду, Машдову, Дал Нису, Децану, Дехаштуальвой, Дал Малавой, Поедал, Шхули, Хедовой, Необычно. Мы напоминаем, что находимся... Да. Эта программа называется «Изучение Корана от ада и без табу». Мы во 2 суре Аль-Бахара, 13 аяте. Мы его плавно покидаем и переходим к 14 аят. Сура 2, аят 14. Аль-Бахара. Читаем. وإذ حلقوا قالت فينا أمان قالوا أمان وإذ حاقروا إلا شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. Хорошо. Читаем на чеченском. Сура 2, аят 14. Сура Аль-Бакара 2. 14 аят из 286. На чеченском, чтобы понять. Когда они встречают верующих, то говорят, мы уверовали. Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят, воистину мы с вами. Мы лишь издеваемся. Какой глубокий смысл. Ну просто какой глубокий смысл. Ну это невероятно. Ну как так можно? А мы все это время, последние 35 лет, опять же, последние 4 века, не могли понять, что к чему и как. А тут все так красиво, так великолепно, а также так легко и доступно. Просто берешь Коран и читаешь, и читаешь, и читаешь, и наслаждаешься этим всем высокоинтеллектуальным исламским произведением мракобесного, развратного, похотливого растителя малолетних детей, девочек и мальчиков, мракобеса, разбойника, мародера, Ахмада, арабского бедуина, поклонника каменного истукана, арабского тоже, меканского, из черного камня, тьмы, смерти, мракобесия и луны Алляха. Это все доступно. Вот мы читаем. А мы не могли это понять, понимаете? Мы не могли это понять. И почему-то все заходят, спорят, хотят изнасиловать нас, изнасиловать наших матерей, изнасиловать наших отцов, наговаривают на наших предков, наших дедушек, прадедушек и всех тех, которые были до нас, что они были какие-то неверующие, джахили. Тут вся красота, понимаете? А мы читаем, понимаем, а они все равно нами недовольны. Поэтому мы продолжаем. А мы сейчас читаем во всеуслышание, чтобы все с нами тоже читали. Так, сура 2, Аль-Бакара. Мы только что прочитали 14 аят из 86, переходим в 15. Так, 15 аят из 286, сура 2, Аль-Бакара. Читаем. Аллаху ястахзиу бихим ва ябудхум фи тукьянихим ямахуна. Ну, вообще-то так. Ямахуна. Читаем на чеченском. Очень интересный аят, между прочим. Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. Ну, очень хороший аят. Просто вообще с глубоким смыслом. Божественный аят. Весь смысл нашей жизни в нем. Аллах поиздевается над ними. Что это за Аллах? Издеваться над своими созданиями, которых он создал, для того, чтобы они поклонялись ему. Вы представляете, что творится? Ну что это такое? Ну, Аллах, зачем ты это делаешь? Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие. Зачем он это делает? Издевается над своими рабами, которых он создал, чтобы они ему поклонялись, и увеличивает их беззаконие. Вы представляете, он увеличивает их беззаконие, которым они скитаются вслепую. К тому же, он нас, как маленьких котят, у которых глаза не открылись, слепых, отправляет вслепую, чтобы мы скитались. Ну, молодец, Аллах.
Ну, черный каменный стукан ты нам западню еще в ту подкинул. Вот молодец, молодец. А какой же он все-таки умный, пронырливый, хитрый. А у него же есть специальные суры даже. И они хитрили, он хитрил. Но Аллах является наилучшим из хитрецов. И такой, ну, молодец, молодец, Аллах, молодец. Он же такой же, как и русский, потому что Аллах является рабом русских. Вот как русские говорят, войновчица, кицнух, кацтушин, оэль, ворхос, схисло, минота. Минота. Ворхос, хисло, бог, кацтушин, новчица, кисло. Аллах, раб русских, лей. Кацтушин, лей, могу Аллах, потому что русские взяли его к себе на службу. И нам его подкинули, и из нас сделали рабов Аллаха. Да, да, хорошо, конечно. Но я всегда слышал, что газ хисло. Я не слышал. Может, я ошибаюсь. Да. Да, я сколько себя помню, вот мои прадеды все говорили, что газ. Ну, газ и керество будет. Да, но они в то время всегда. Ну хорошо, я спорить не буду, я же вам не стараюсь навязать, но мне говорят, что газ хочу. Ну ничего страшного. Ну, смысл не меняется. Да, в принципе, да. Они у нас только были русские там. А русские взяли Аллаха и нам накинули его. И сделали нас, смотрите, это очень хорошая цепочка логическая. И вообще мы понимаем, да? Русские взяли Аллаха, себе его на службу поставили, раба, а нам из него сделали Аллаха Бога, Господина. А мы стали рабами Аллаха. И так Аллах, являясь рабом русских, делает всегда то, что выгодно русских. Потому что он раб русских, а мы рабы Аллаха. И всегда Аллах, все то, что делает Аллах, всегда в выгодной ситуации, с выгодным исходом для русских. Никогда Аллах чеченцам не помогал и никогда не сделал так, чтобы нам что-то было выгодно. Всегда мы в проигрыше, всегда мы в униженном положении, в униженном состоянии, и всегда мы теряем нашу жизнь. Вот все, что делает Аллах. Так, на этом мы заканчиваем. Вторую суру, 15 аят. Аль-Бакара, переходим в 16 аят. Мы же планомерно, методично читаем суры и аяты, чтобы простые люди, обыватели, мусульмане, поклонники Мухаммада, Саля, Хашханов, Шахидов, Шмахидов, Тефсиев, Тавсаров, Хасан Халитов, Тузик, Музик, Шмузик, Заки Амад, Шмамад, Пасхан, Шмасхан, чтобы не было больше кривотолков, перетолков, чтобы они знали, что вы, музнахмадовцы все, чеченоговорящие, русские ФСБшные морды, подрусские холопы, подрусская перхоть, русские православные, оклюшки, рабы, без разницы, кто вы, чтобы вы знали, что мы читаем ваш Коран, вам, на вашем доступном языке, и доносим всю силу, мощь, красоту и святость этого Корана, и то, что в нем написано Аллахом, и которое нам дошло через Мухаммада, до широких чеченских масс, чтобы наши чеченоговорящие слушатели, а также наша чеченская нация, знала, что вот все, что там написано в Коране. Но одновременно мы сообщаем всем нашим слушателям, которые не являются этническими чеченцами, что мы против их веры борьбу не ведем. Пожалуйста, верьте в Аллаха. Еще раз напоминаем, что если даже вы будете сомневаться в этом, мы будем укреплять вашу веру Аллаха, мы будем заниматься призывом исламским, вам покупать Кораны, отправлять вам по почте и строить вам мечети. Просто не лезьте к чеченцам, а мы из чеченской нации будем выкорчевывать с корнями ислам. Будем обратно закидывать в Саудовскую Аравию, в пустыню, и на русские московские болота. И возвращаться к нашему Мохчалла, священному, чистому, прекрасному, достойному, равноправному, человеческому Мохчалла, который происходит из чеченской земли, из наших гор, из наших рек, из наших лесов, из наших долин, из наших вот этих животных, которые населяют наши леса, наши долины, наши степи, между двумя реками, Сунджи, Терек, до Каспийского моря. Это все наше. А все, что не наше, мы отправляем обратно к себе домой. В саудовские пески, вот эти арабские бедуины, и на русские московские болота Тамарам, которые сосут кровь там. Будем устанавливать в России матушки в Золотом кольце русский православный Ахлю-Сунна ва-аль-Джамаа шариат. Так, читаем. Сура 2. Если у них есть какие-то претензии, пускай приходят нам на площадку и с Кораном будут нам зачитывать суры аяты, а мы будем вместе с ними читать. Мы же не будем спорить, есть Бог, нет, нам это не интересно. Мы вот Коран, сура, аят, это же все слово Аллаха. Поэтому, чтобы не было никаких кривотолков.
Так. Сура 2, аят 16. Аль-Бакара, читай. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما تجارتهم وما كانوا مهتدين. Они, те, это на чешском языке, кстати, сейчас читаю. Они те, которые купили заблуждение за верное руководство. Но сделка не принесла им прибыли. И они не последовали прямым путем. Все великолепие. Весь глубокий интеллектуальный смысл, который нам старался донести Аллах в этих фразах. Вы просто почитайте это, смотрите. Прошу прощения. Они те, которые купили заблуждение. Как это можно у Аллаха или без ведома Аллаха что-то покупать? Главное, заблуждение. Это же музмама, торговец, купец, продавец, насильник, маньяк, бандит, который все забирал у людей, воровал, потом перепродал. Вот и тут у меня вся религия построена на этом. На воровстве, на продаже, на обмане, на перекупе. Они те, которые купили заблуждение за верное руководство. Но сделка не принесла им прибыль. Когда надо искать прибыль. Вот музмама тут говорит, но сделка не принесла им прибыль. И они не последовали прямым путем. Хорошо. А где путь прямой? Нету. Ответ на этот вопрос. Так, поэтому, чтобы понять, есть ли там ответ на этот прямой путь, мы из второй суры Аль-Бакара, корова 16 аята, переходим в 17 аят. Читаем. Матхалухум аматхали аллати استوقد نارا فلما عدأت ما حوله هباء له بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Хорошо, читаем на чеченском. Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Аллах, ну молодец, ай удалец, ай умный Аллах. Смотрите, что он творит со своими рабами, которых он создал. Они подобны тому, кто сжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте. Ну зачем он так глумится над своими рабами? Ну нет, он это делает. Где они ничего не видят. Главное, он оставил их без света, без понятия, куда идти, тогда как в предыдущем аяте он говорит прямым путем. А тут он обратно им не указывает прямой путь. Обратно вводит в заблуждение. Хорошо, чтобы понять, какой там смысл глубокий, мы переходим из второго аята, прошу прощения, из второй суры Аль-Бакара, 17 аята, в 18 аят. Читаем. Внимательно все вместе. Сумун, букмун, умиюн, фахум ла ярджиуна. Все. Но я не могу не смеяться. Ну как не смеяться? Что это за идиотизм? Это Коран, это святая книга для умных людей. Тут есть смысл. Тут все есть чистота. Есть какая-то мощь, какая-то святость, какая-то мудрость. Давайте прочитаем на нашем чеченском языке. Глухие, немые, слепые, они не вернутся на прямой путь. Какой же ты все-таки Аллах хитрец. Ну как так можно? Уже 4-5 аят, он все по какой-то путь, и одновременно он нас вводит все время в заблуждение. Смотрите. Глухие, немые, слепые, они не вернутся на прямой путь. Ну, Аллах, ну когда ты прекратишь все-таки глумиться над своими рабами? Ну зачем ты это делаешь? Ну что ты? GPS отключить следмацию. Зачем он это делает? Зачем он это делает? А? Ну, подожди, давайте прямой путь, они не увидят это. А вы смотрите. На чеченском. Глухие, немые. Что за идиотизм? Шабер Ахмович, прошу прощения, наши слушатели, которые будут нас слушать, но я не могу не сказать. Но это же идиотизм. Каждый раз, когда это читаю, думаю, что за дурак этот Аллах? Или он дурак, или мы дурные, или он нас за дураков вешает, или он чуть-чуть умный.
Возможно, он хитрее нас. Ну, непонятно. Таган Если он- таган дүйнү эми асай олан доцум келочтат. Да. Главное, он же создает все творения в этом мире. Все, понимаете, все, что есть, которое можно даже представить. Молекулы, амебы, всякие микробы, вирусы. Все он делает. Без его ведома ничто не происходит. Но одновременно он играет с нами. Не играет даже, нас постоянно унижает. Хочет нас какую-то западню, какой-то капкан, как-то нас проверить. Глухие, немые, слепые. Они не вернутся на прямой путь. Да елки-палки, да черт возьми, шайтан тебя побери, сатана твоя. Джабраил Малик, чтобы тебе пах куда-то влез. Аллах. Ну ты верни нас на прямой путь. Ты же для чего нас создаешь, чтобы мы вернулись на прямой путь? Почему ты нам потом говоришь, глухие, немые, слепые, они вернутся на прямой путь? Ну ты что, нас за дураков, что ли, держишь? Мы ж тебя Аль-Фатиху, первые вот эти 7 аятов, день и ночь по 5 раз. А не считая вот эти сун, шламаш, вот эти суннат, как это называется, суннат, ламаш, дополнительные эти намазы, вот это выстаивание в этих намазах, делать дуа, марниш, кабр, это даже не считается. Ты с нами играешь, ты что, за дурачков, что ли? Ну, когда ты нам дашь этот прямой путь, почему ты нас постоянно в ад загоняешь? Подлый мерзкий Аллах со своим мерзавцем, насильником, кверху задом с заднеприводным растительным малолетних детей Мюзмахмадом. Что вы с нами такую злую шутку сыграли? Но чеченцы больше тебе это не простят. Нет, не простят. Мы не можем больше это терпеть. Вот этому исламу больше не место в чеченской нации. Ни один чеченец, если он чеченец, не может сказать собу-собу. Наксанша, нохчеву больше. Какой кира дуагдык после того, что в этом мы читаем, доносим. Если он придет и скажет, что он собу-собу, ну, окей, умюй, мадардич. Олей, онельчугаш. Лей амаляню, лей яц, раскаш, лохкелю. Раскаш, даквелаш, лишит на был арбуш, кияшу, чекабян, хабахкит, неприводный. И кверху заячать, вот эта вся гомосятина, голубятина, пидоросятина, хотя мы против голубых ничего не имеем, пусть они правы имеют, но это уже вообще грязные растлики малолетних детей, о которых мы говорим, это вся религиозная знать. Мусульманские эти имамы, все вот эти вот шейхи, улемы, чтобы их слушать, вот так глубоко, новче глубоко, кира додный глаз, милый лах бахшим, скучала души бахшим, и вачу. Хакик хала и халас убусову. Хо эдам дать, хо лей юхо. Хо просто кигдой, хо юхо. Цундер ошмуду бусал-то бу хайшим. У эдича хач хала узит, алючи душу. Новче иштбат, новче иштбат. Новче юнолду, сила лью, яхю цусона, эдмулю. Нисою, ценую. И цаундач по-оранжу, цаундач. Цундела, бусовой, он хоран, цедойзи, все бусовой. Цунавольки цалоу, спёрду. Хаза дейцен, вишта дейцен, кретич дейцен. Цахоли, оранду и хакя, шабада дадыш. То есть, ардахар, дуй чахбахар, дуй кускучу, адацар орандыш. Орандыш, соцагласу, инша Аллах Рахман. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Цун хазал, цун сила, цун дозал, цун мелдул, дубовшл, центрум по оранжу, эс адюшо, бейна буса, и дюш, руксу, пица, адюш умдош. Йо дюш, лочняш, талландяш, это науш. Нох чего бовшл, тага сюда четира догдек, ща буса бу еще шлош, вол, еще шлац. Вац и алишо, что арбой кегдой бошо, музбамадин. Тут того, Аллахом кед халтушу бошо, тогда хогомик насильно хизин, так был хораб русниву. Халлейву, лей амаля, лейву. Мяшчугаш, кекш, халадеш, хайхаш, оцлях там беш, хуюцоушо, газ хилилис. Лей хулилис, очтавацин, минбата, и моли бошо, газият. Масуал, киадин, хаятин, арбош, туркш, иранш, пакистанш. Цунтявыч, шлехчула, хатла, хей, нохчо. Ханексан кира жима, патолуш, белахо, нохчо, вацу. Халлей амаля, лей вон. Ek houdesh, big oker, houtsagoch, lay amada, lay wonho, heidir en de watscho, heisin de watscho, heidish en de watscho, otani roman dawoch, heichachi elen dawoch,
Иегадин дахец, лейво, евну холчуна. Беттү, мадицит и шамадар. Мадицит и цадизга, чохрени дойлат хо. Каза дейцен, özda дейцен, мерза дейцен. Кетлен луш, масалда луш дейцен, гулк хуш дац куна. Шамадар, ой аз дякан, дерзен дякан, дейцен ду. Хочу волш, я бусол буболша, динч. حدث قرآن حداو حداد مثل دات سوچا بوكو يات نيسو يات سنو يات لي آملا ليش دين دو ليو يوقي دهقن بيوغا لتسان Амалдиаштала, сотяк положение яцер иш бусол днях или иш ят. كاتا ديكدو تلات سقوي أروي شيخ ولي مش وليشو تسودا عدواش آليشيات سو إيش داتس بولي داتس أكا تنطور منزاني داد يشو دا Так, хайч бахшун, البقاء يوغا ديرزوش هاي نوخشو هاي نوخشي بوقرينا نت داخكارشو شون خد ترنجامون يشو خصديش يشون عتش يشو حيقو دوخ موتش يشو حيقو دوش Sol der Fisch durch das Schugdoglosch. Zu Ratsisch, wo in der Bimbo verharzuns, wo in Bimbo nitz, Itzalalusch, Schugdoglosch soll der. Wo alle schon mit Dachgitter haben, durch schon. Mit Lülich, wo alle Samdorisch. Der sich Junia, schon noch Schichom, Juke Lülich, Bitisch Arboi, Zerdocher, Addi Zergalasch, Addi Zermajwasch, Addi. Und müssen wir mal die Musik hat lecture. Ich dachte jetzt, ich müssen wir mal uns Lüchter, was von 10 Minuten, Arwachisch, Einschure, وتمكر شيء سينشورة دواقيش شيء الله ثاني ما خليش أزغاس شيء ليش متبيلش بقولنا عديتيش ماجش عياليش أتمالش يبوشوا خش إيش يا تعادش بقدك داتشم تع أسورة آيات تعامل تعاش خوش كتير إيش بيتشم شام در تدوزشتم صار ما تيش صار متبيل خال داتشنا إيش لاقوش عديش أكتر عديش مدور خم خال داسك عديش تعاون داس وش عيقي يا كورنتالين يا عيقلين يا موكشلين تويدا تعاون داس وش وي أملوك يز مسوا كيري يش بي هرسدي واو عيقل سدي تعورو يا глухие не слепые они не вернутся на прямой путь их уханял да Allah هو شو قولا شو قولا دي شواتس وتلخي там بدي شواتس да именно وحيد اسمه иду идите причем это сура вторая Аль-Бакара, корова, 18 аят из 286. Читаем его. Суммун, букмун, умюн, фахум, ля ярджиуна. Не сказал, здесь глухие, немые, слепые. Они не вернутся на прямой путь. Все, это мы прочитали, поняли, закрепили, идем плавно в 19 аят. Сура Аль-Бакара, корова, 19 аят из 286. Читаем. أوقع الصيوبين من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذقانهم من الصواعق حذر الموت والله موهد بالغافلين. Читаем на чеченском. Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба, он несет мрак, гром и молнию, они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молнии. Воистину Аллах объемлет величие. Вообще богатый, глубочайший смысл. Ну, я это прочитал, все, я понял, что я попал туда, куда надо. Что я должен это все принимать как есть, как инструкцию к руководству, и это есть, является смыслом моей жизни. Перечитан, чтобы люди понимали. Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба. Хорошо, это не то, что... А вообще, какая связь вообще? Подождите, какая логическая связь? Подождите. Логическая связь есть? 19 аят, подождите, 18 аят. Глухие, немые, слепые, они не вернутся на прямой путь. И тут сразу переходим
19 аят, есть тут логическая связь. Нужно, чтобы одно перетекало плавно в другое, правильно? Ну нет, тут нет логической связи. А мы должны это понимать, потому что это же Аллах с нами играется. Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба. Притом тут ливень с неба. Глухие, немые, слепые тут будет. А тут ливень с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Да, мрак это Аллах, это понимаем. Да. Гром и молния. Они же в смертельном страхе. Да, страх мы понимаем, мы же должны бояться. Затыкают уши пальцами от грохота молний. Поистину Аллах объемлет неверующих. Хорошо. Что мы говорим? Принимаем. Принимаем, да? Принимаем. Достойно. Видели вот этот муфти Дагестана? Достойный. Достойный, 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 достойный. Начали петь, православный крест ему ножи повешен. Как его там, Эфенди какой-то с Дагестана, с Махачкалой. Шнырь тоже, под русское перхоть. Шнырь! Махачкалинский ФСБшный муфти Дагестана, мы тебе говорим, ты шнырь, ты раб, ты под русское перхоть, исханская тварь бесхребетная. Шнырь по жизни. Гнида, к тому же, предатель, национал-предатель. Не только этого дагестанского, так называемых народов дагестанских, а ты предатель самого себя, кверху зад задней приводы. Поэтому тебе и приклеили вот ФСБшный православный крест. Но нам это не мешает. Пожалуйста, верьте ему, идите к своему эфенди. И оставьте чеченцев в покое. Пожалуйста, идите к своему муфти в Махачкалу. Всех дагестанцев призываем. Пожалуйста, идите и слушайте его. Так, читаем, значит, суру 2, аят 20. Аль-Бакара, корова. И хочу напомнить нашим слушателям, это последний аят, который ваш благословенный, великолепный, просто наиумнейший, высокоинтеллектуальный, одновременно самый глупый, тупой, мерзопакостный и мерзкий саляф будет зачитывать в этом прямом эфире. Мы оставим потом на Саляф, можно вопрос, Маша Душух? Да, задавайте. Только вопрос. Я слушал, там говорилось, они никогда не уверуют и не станут на прямой путь. Как в пустыне может быть определение прямой пути? У них ведь там знаки нету, определения, куда идет прямой путь. Да и плюс там песок. Если засунешь этот столб, сразу буря снесет знак. Ну как это определить? Какую сторону мне повернуть вообще? В какую сторону? Компаса тоже нету. Еще не изобрели там. GPS-навигатора нету там. Ну, как мне определить, какую сторону? Помогите. А то вокруг все пустыня, понимаешь? Пустыня. Да, смотрите, я отвечаю, да, это очень великолепный, хороший вопрос, ремарка, вообще замечание, реакция из студии, как бы, не из студии, а из мечети. Потому что, представляем мы сейчас мечеть, ваш покорный слуга Томан, да, называйте меня как хотите, на минбаре и как бы делает хутбу, да, или там насихат. И тут с мечети наш мумин крикнул, как мне ориентироваться? А тут я, являюсь благословенным саляфом, мерзопакостным, иногда хорошим, добрым, честным, благородным, но иногда очень хитрым и наихитрейшим из наихитрейших, даже хитрее, чем Аллах. Я помню, что наш великий улейм шейх, а также наш путеводитель и Пармат, когда-то в одних из своих хутб насихатов говорил о том, что Млечный Путь является китайским поносом из заднего адреса. Более красивее они ничего не нашли, Веник. Да, пустые ничего, да? Я поэтому об этом сейчас вспомнил, когда он говорит, поэтому смеялся и говорю, если вы хотите найти путь или путеводитель, смотрите на Млечный Путь и представляете, что это является детским, как это, я не хочу говорить, детской вот этой неожиданностью желтой, понимаете? Вот туда надо идти в анус, вот туда, пожалуйста. Мухаммад ориентировался по этим звездам. Субханаллах. Вся мощь. Денис, да, я хотел бы добавить, Пармат не от себя это говорил, а он зачитывал труды ученых 10 века. И говорят, что 20 аят, ходящий от Цахаттар, я хотел бы первым задать вопрос. Ну, по серьезной теме будет. Я как зачитаю 20 аят, сразу первый вопрос от вас, а потом уже другие пускай. Так, хорошо, значит, если еще детская неожиданность, детская радость, это Млечный Путь, отвечаю на вопрос Христа.
Сходись, что это анус. Астафилlah. Да, прошу прощения, это серьезные темы, это серьезные вещи, но я не могу. Я же тоже человек все-таки. Я же не шайтан, не сатана. У меня тоже есть вот эти вот моменты, где я хочу смеяться, но это же смешно. Мы же не можем плакать вечно, понимаете, страдать. Мы же не страдальцы, мы же все-таки мусульмане, Так, если потом Хамад захочет рассказать про вот этот вот Млечный путь, тоже ему дадим слово. Так, зачитываем, да, значит? 20-й аят, последний на сегодняшний прямой эфир, потому что мы должны все-таки оставлять возможность зачитать их в следующих прямых эфирах, и, ну, чтобы люди понимали и могли ассимилировать всю ту информацию, которую мы даем из священного, великого Корана. Сура 2, все время находимся в суре 2 Аль-Бакара, корова, 20-й аят из 286. 20-й аят, зачитываем. Якаду аль-барку يقطفوا أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بالسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قادر. Читаем на чеченском. Молния готова отнять у них зрение, когда она вспыхивает, они отправляются в путь. Когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину Аллах способен на всякую вещь. Чтобы было понятно для всех, перечитываю, чтобы потом не было кривотолков. Никаких комментариев мы не делаем, зачитываем в оригинале. Без купюр, без цензуры. Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь, когда же опускается мрак, они останавливаются, если бы Аллах пожелал. Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину Аллах способен на всякую вещь, но от себя я сказал бы на всякую чушь. Ну ладно, будем в оригинале все сохранять. Да, напоминаю, вот смотрите, есть тут логическая связь между 19-м аятом и 20-м? Нет никакой. Там говорится, что Аллаху тигла светошумовой гранатус ослепителен, оглушителен, демерова труба, шама вадишец. Хорошо, ладно. Есть тут нету логики, нету. Но ничего страшного, мы это же тоже понимаем, как есть. Мы же не говорим, что это неправда. Мы говорим, наоборот, да, это правда, это так. Так, мы зачитали на сегодняшний вот, прямой эфир подготовленные 20 аятов из сур. Прошу прощения, из 2 сур мы прочитали первую суру полностью 7 аятов, а из 2 суры мы прочитали 20 аятов. Оставим остальное на потом. Мы будем, напоминать нашим слушателям, методично читать Коран. Все, это наша работа сейчас. Мы будем его читать просто тупо, глупо, беспардонно, умно, великолепно зачитывать Коран, суры и аяты. Так, первый вопрос нашему слушателю, подписчику Ярави. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, маршал Мосум. Веня, когда ты зачитывал, я уловил там моменты. В частности, сура 2, аят 4 и сура 2, аят 13, по-моему, где они именно манипулируют в Коране, где именно манипуляция страхом идет. То, что это не спех, если я правильно понимаю, они говорят, что типа человек говорит, ну, образно, он показывает и говорит то, что верит, но внутри себя он не верит этому, правильно? И что не спех. Да, они говорят, он не уверует. Да. Да, он не уверен, это самое. Так что я, когда читал это раньше, когда читал этот перевод, я, ну, еще будучи будулаксой, да, я всегда задавался себе вопросом, наверное, это не про меня, это, наверное, про крестьян, там, про неверующих, а теперь, вот, когда ты зачитал, сейчас, если мы посидим и подумаем, я 100% убежден в этом. Вот в чем разница, смотрите, я сейчас обращаюсь к нашим уважаемым мусульманам, ладно, так скажем, это именно про вас. Вы, если себя читаете ногти и читаете это все в глубине душе, 100% у вас есть сомнения. И вы, в частности, когда вы ходите и кричите всем то, что мы мусульмане, вы лицемерите.
А в частности, мы не лицемерим. Мы говорим так, как есть. Мы верим в Бога, мы не верим только в Писание и то, что арабчата нам его правильно донесли. Тогда кто у нас более ближе к Богу из нас всех, блядь? Вы сидите и лицемерите, да, со своим язычеством, блядь. Подумайте внутри себя, копните и узнаете, о чем я говорю. Свело. Принято. Так, если кто-то... Кстати, у нас в гостях Лехак и другие наши гости. Лехак, ваш микрофон включен, но, кажется, проблема с системой. Просто зайдите, выйдите. Надеюсь, он включится. У нас XCM, Нахчо, Феникс, Рияду, Салихейн, Вестер, Америка, Либри. У нас в гостях Психоделика. Психоделика, если у вас реакция, пожалуйста, на Коран, Сури и Аят из Корана, можете отреагировать. Мы вам даем слово. Психоделика, да. Он же любит вот защищать. Он же ярый защитник ислама. Тогда как мы сейчас зачитываем в Коран, Суры и Аяты. Даже если зачитывать в оригинале, то если он не принимает, тогда уже у него проблемы с головой, я думаю. Психоделика, можете говорить. Психоделика, вы будете реагировать или нет? Или уже молчите? Вы уже поняли, да, что мы правы? Я не реагирую. Вы вообще принимаете суры и аяты из Корана как есть? Конечно. Все, молодец, хороший парень. Значит, вы тот человек, который да? Нет. От себятину я не хочу принимать. Хорошо, ладно. Хорошо. Ну, мы вас благодарим, что вы все-таки приходите к нам в гости и слушаете. Надеемся, что вы придете в себя как-нибудь. Дорогие друзья, вот сейчас у вас свободный микрофон, кто хочет, может реагировать. На сегодня мы зачитали все эти суры и аяты из Корана, мы оставили на потом. Здесь этот прямой эфир мы выложим на наши информационные площадки, пускай наши чеченцы, чеченоговорящие наши граждане, которые живут на территории Чеченской Республики, а также за пределами, знают, принимают, изучают Коран. Мы стараемся до них его донести, всю чистоту, святость, а также всю мудрость слова Аллаха в Коране. Всю сунну пророка Мухаммада. У нас секретов нету. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста, сейчас у вас возможность отреагировать, а мы завершим наш прямой эфир на сегодня. Потому что нам платит деньги Госдеп. Наш новый президент Дональд Трамп пока еще пакет помощи финансовой нам не подписал, но надеемся, что он все-таки подпишет. Потому что это наш президент. Make America Great Again. Мы любим Дональда Трампа. Мы обожаем. Он республиканец. Make America Great Again. Это значит, сделаем Америку великой еще раз. А я думал, ты за Камалу Харрис. За всех. Кто помогает чеченской нации, мы за всех. Так, у вас есть по поводу Корана, суры, вот эти аяты, какая-нибудь реакция? Мы слушаем всех. Чем Дональд Трамп помогает чеченской нации? Хорошо, ладно. Дорогие друзья, на этом, к сожалению, мы завершаем наш прямой эфир. Все это будет выкладываться на наших информационных площадках. Благодарим Госдеп, Конгресс, Сенат США, также наших всех технических модераторов, всех тех наших друзей, а также всех тех недругов, которые приходят к нам, слушают нас. Мы надеемся, что они изменятся к лучшему. И наши технические модераторы, которые успешно борются против всех контров, этих вирусных бот-атак на нашу информационную площадку, которая создана свободными людьми для свободного волеизъявления, чтобы наши чеченцы могли говорить правду друг другу, чтобы они знали, что такое истина, а что такое ложь. Так, дерзуш, ногчи мата, вы ногчи махкошка, ногчи мат бючерга, вы цахашмучерга, арец ашмучерга, бо она ногчи комик, нетта дылис, тамат доли. القرآن حقيقي شو ديش شو واخد ساعة قزاتا بين هما داتا شو هما داتا صحيح هما داتا واخد خور دينا اش تصورة خطايا ديش شو كيتا شو دوشو كشتو بردوشو تشايو خارتو تشان دوشتو علم تشاتا علم داتا صحيح هما داتا ساعة دوزل داتا ساعة سيلو داتا ونوخش ماتا شوست اي شوست Кадабуш, вы ногчи эйда, вы эйдела, ногчи литдош, ногчи лдич. Вы ца, низем дуквой ногчишка, нукбелла халхи диндо. Уча, йом нису, цену, адму,
الميلدو القرآن دو يونيا لا دي يوديش القرآن شخرداتشو ونخشل يستوشتوهم ونخشل بوشتوهم دو أدمو بزدو شكون هو كده مش تودي شيء نخشل يوكي يونيا ديرز نخشل شو ديرز شيء نخشل قومي سيدي هوشي لان هوشي سيدي مخيد ميسوتي خيدي كانش وقت سنوتي خاتسو ميت يامرتون أردو ليش داتس كوشار ليش ديا شافية ليش بو نخش قوما بو مخ قوم إبخوي مخ خوي بو أرينا دي خردش نتليش نخش سندوليش ديتيشر لي أملا دو وين غاسش تدوجن دو دين عربو دين دور عربو لي أملا دين دو إس تير الله هو يسحل طولة عايش طولة والله ري حل Elpsi zum Quartbechuk met boos Halletzer Arboschninden Ilkstudisch. Tudela way Ashadik Adaditan. Khazwa noch Chumat there's these way Lernishu, way Fishu, way Hanshu, way Arishu, way Akroshu, way Duku Khasundushu, way noch Chelitizu, way Adafchat, way Aklay Amo, way Ayi, way Nuketseno Yaju, Niso Yaju. When you can have Vilka Haduta, it's meta Hadushum, Hok, or a bit way Teto Swilila, when you can Vilka Hidachum, Hulka Hidachum, Bruno Hidach, Hidachum, Metal Hidachum, Seno Hidach, Shanel, the Bureau de Dushum Kusha. Tug Hazel, Tug Walker, Zut Hazer, Duzel Hazel, Yari Kiki Yari, Yalsha, Wolf Ishakachu, Yari Hazel, Zutki, Bersber, Nutz Alizani. Музмамады и Цайдзут, и Бьюгалцу, Яженю, и Шабелю, венерический центр, и Ацлялу, и сифилис, трипер, гонорея, вамялю цыгач, гепатит А, гепатит С, Шабелю, Бьюгал, и Нос Музмамаду. Вава, Эмкали Чишвила, Эмкали Чишаличер, Отук Хакар, Неер Тегри Штехидер, Неер Тегри Хизбор, Зуки Эпиберзадин, Хизбор, Тиадеш, Оши Тиадеш, Лелашум, и Салявш. أصحابش يتابعينش يتابعينش يأنساش زودري بوشونتي صحابش بوبا زودري قبش عوشي كركر ديوزوش دايزاخوش يعيش حقيات أوت زوتشو شيء يا إيش يحشو يا كيتشن مزمع من المعيلر بيوغا يشونس سنو يحشونس وابا مزمع من الشيء شيء يا عايشين ينيو يا يفتين بوشن يا كنشونسو شيشين شيشين يوحد موقف حيزة يشلي أمل عليل يلا شوز يلا تعمل سيوف هوشي شياري دايس أخوش ليلشون شيار شتقيدا نعبوشون يمزمع مدوات شيار موت حق تصبش تشوفوش جيموشنا يعيزن وشون شيار إنساس أوشن شنا البيوغ دين دوشنا البيوغ أربع آمل وشون تاخذ تنهم داتشون كشا لما دير ما تيش ديش مدور خو مداتن عديش سع خوم دولش داتشون اتواخن جمجم ديشن مسو مت درجن قوتشن دانستن داتادن مدوية قرآن خو ياتشن كله تا دزل دهم داتشن خير إيش داتشن داباق شيء داتشن خيرم داباق متني أقوى نوك لي أمل دايشون خز أمخل خز ناش ناخل داودوي غاز تبالة ويتر دابير بو وينوخش شوكر يبيعوا دايروهر إيمان شربالنش دابلبوي خزين أيدوي خز ناس أيدوي خزيدوش هوشي عداشة ديش هوشي مارن ديش وخدين شا دبوش تو خانش خز واشتوش ويبيش وقت ديش إنسا شاها وينوخش شا دايسا دوش دايدوي خز ناش دوك ماشل دوش المساجر عادي كرش ماش قال خدر دوي تاك دالديك نعوشتوه عادي كرش مساجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر